Достойный сын своего народа, пожалуй, самый известный из многочисленных детей татарской эстрады. Он поет на языке второй по численности нации России. Его понимают и принимают даже в самых удаленных уголках страны. Воплощение татарской мечты – Салават. Он стал именно тем, о ком мечтал еще с детства. Вот я помню, мы заполняли анкету, кем ты хочешь быть. Написал через тире артист или хоккеист. И стал немножко артистом и немножко хоккеистом. Немного артист, немного хоккеист, немного автогонщик. Номер 32 всегда в первых рядах. И не только на старте. Обладатель всевозможных кубков и наград, лидер в самой опасной дисциплине. На сегодняшний день рекорд России по переворачиванию принадлежит мне. Я не помню, какой это год. Это было в Тольятти. Я улетел на 47 метров и успел за это время перевернуться 7,5 раз. Правда, сознание потерял, там сотрясение было, долго лежал в больнице. Любого молодого гонщика принимают в гонщики после крыши. Как если он перевернется, говорят: о, поздравляем, ты автогонщик. Так что без крыши нельзя. Это на сцене он Салават, а здесь Салават Закиевич. Между прочим, завкафедры Университета культуры и искусств. Искусно владея техникой живого исполнения, он и студентов чему угодно научит. Правда, с таким преподом не расслабишься. Я не знаю, вот какое-то поколение пришло. Плохим словом я могу их назвать, но нельзя. Как вот сейчас, найти сейчас какое слово другое. Им все равно. Люди, наверное, поняли, что я хотел сказать. Они за то, что есть, они не радуются. За то, что нет, они не переживают. Но как так можно жить? На домашних матчах родного хоккейного клуба табло показывает не только счет. Это редкий случай, когда известного артиста можно увидеть вместе с семьей. Для тех, кто босоногим мальчиком предпочитает крепких татарских мужчин, это еще и редкая возможность запечатлеть себя в приятной компании. Любовь к хоккею до сих пор живет. Акбарс для меня все. С конца 80-х и по сей день его голос звучит на радиочастотах Татарстана. Его имя в сборниках татарских исполнителей и сольно. Первое, что приходит на ум при упоминании татарской эстрады, опять-таки всем известное имя. Как и полагается по законам жанра, так было не всегда. Я еще помню, когда вы выезжали на гастроли, у меня был УАЗик. Я думал, что самая лучшая машина в мире – это УАЗик, буханка. Значит, мы положили колонку, значит, вниз, динамики вниз, значит, и чтобы ровно было, там изображали кровать, всего одеяло, матрас всегда был с нами. Двое детей с нами лежали, жена держала за голову одного ребенка, вторую я. И там же тоже музыканты вот так ездили. Вначале был мотоцикл, затем Копейка и Москвич, теперь этот оранжевый скакун, уже не единственный в стойле. Сегодня ему не повезло, сошел с дистанции, правда непривычным способом. Под седлом такого Исаула нервы не выдерживают даже у автомобиля. Не работает машина, не всегда от нас зависит. Был бы у него язык, он бы мне сказал. Ты видишь, молчит, не говорит.
Я всегда шутя говорю, я лучший певец среди гонщиков, лучший гонщик среди певцов. Для этих студентов Салават Закиевич еще и лучший в мире педагог. Пусть только попробуют подумать иначе. Кто считает, что он может быть артистом, в данном случае вокалистом, певцом, и кто надеется на то, что кто может сам себя прокормить, остатки отдать родителям. Облегченный вариант предлагаю сразу. Вам повезло, у вас есть шанс перейти на заочное обучение, если вдруг ничего не получится. Спецкурс от Салавата проходит прямо в офисе артиста в добровольно-принудительном порядке. Сегодня уму-разуму учат студентов-первокурсников. Взрослая жизнь для них начинается с наставлений, так сказать, на будущее. Были у меня студенты, я их выгонял сразу. Они распеваются 20 минут, но где-то часов, наверное, 4-5 они прическу делают. Я понимаю, если есть красивая прическа, то тогда голос должен быть еще красивее. Замечательно. Уже. Вот это. Имена игроков он знает наизусть и гордится дружбой с главным тренером. В доме Салавата Фатхутдинова все как у спортсменов. Здесь и свои сборы на хоккей, здесь и свой наставник, своя субординация. Сказать про жену, что она не терпит меня, это будет неправда. Я иногда говорю ей, ты, наверное, терпишь меня. Она говорит, нет, я тебя люблю. Мне больше ничего не нужно. Муж должен кормить семью, а жена должна воспитывать детей. Вот мы по этому принципу живем. Старше я, потом жена, потом по старшинству. Где хозяин? Где хозяин? На первый день октября приходится, пожалуй, главный семейный праздник – день рождения младшего из четы Фатхутдиновых. Юный Рустам Салаватович уверенными шагами идет по стопам своего отца. Еще каких-нибудь лет 10 и под колесами его автомобиля вполне возможно окажется самая настоящая гоночная трасса. Самый главный вопрос для меня – воспитывать сына. Дочерей дальше воспитывает пусть мужья. Вот я в ответе за сына. Я хочу, чтобы он был достойным гражданином России, грамотным, воспитанным татарином, гордился, что он родился в Татарстане, и за свою фамилию, за своего отца. Я слишком скандальный человек. Почему-то вот везде, по Европе, по России, по Татарстану слов нет. Все время возле меня журналисты, также аферисты, шизофреники, больные, дураки и умные. Вот с дураком надо, значит, говорить как дурак. Если он пришел к тебе пьяный, значит, я тоже могу притворяться пьяным и также послать его, как он меня. Ребенок подходит, я уже превращаюсь на колени и начинаю с ним играть, как с ребенком. Я никогда не пиарился, никогда, потому что за меня это делали бесплатно. Вот, за что спасибо всем журналистам, всем недругам. Так что я пиарился бесплатно. За бесплатно можно разве что пиариться, но работать, как ни крути, все равно не получится. Не первый год Салават Фатхутдинов на сцене в условиях товарно-денежных отношений. Работает без посредников, напрямую с заказчиком. Заказчик кажется доволен и обеспечивает отличную наполняемость залов. Вечером деньги, вечером стулья.
За это он и от себя требует, и с музыкантов 3 шкуры дерет. Я собираю всех артистов, им много, около 30 человек гастролируем. И всегда говорю, на вас, дураков, деньги платят, чтобы на вас посмотреть. Отдайте эти 3 часа, отдайте. Я требую. И слова, конечно, неприятные, нехорошие вылетают. Ну что сделаешь? Зато я не курю. Платить надо за все. И за успешную карьеру, и за счастливую семью. Он расплачивается и словом, пусть не всегда цензурным, и благородным делом. Немного артист, немного хоккеист, немного автогонщик, учитель, отец и председатель Российского детского фонда. У меня мечта есть одна. Я в этом году эту мечту должен осуществить. Я хочу взять на воспитание примерно 8-10 детей, для них создать человеческие условия. В скором будущем я должен сдать этот детский дом, потому что я знаю, за мной последуют другие. На воплощение татарской мечты потрачено почти 50 лет. Конвейер работает круглосуточно, 7 дней в неделю, 120 концертов в год. День через день, всю жизнь и следующие 50. Вот мне очень повезло с профессией. В том плане, нет региона, где бы не жили татары. Я могу закрытыми глазами поехать в Первоуральск, Комсомольск-на-Амуре, Питер, Москву, Башкортостан, Курган. Я даже не спрашиваю, потому что я знаю, что я один зал в любом случае соберу. В этом году первый раз выступали в Омске, в Томске и в Новосибирске. Я даже их только по карте видел. Так что у меня еще работы не початый край.